Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Millet Telekanalının canlı efirinde açıklaf programması ve stüdyada men Leviza Esedbilalova. Bugün biz Kennedy'den neşriyatlar mevzusuna kayıtamız. Geçenleri bütün dünyada kitap ve müelliflerinin aklarının konu kaydedildi ve şu cümleden bugün programımız devamında biz Kırım'daki neşriyatlarının incelikleri hakkında söz yürüteceğimiz ve stüdyamızın bugünkü musafırım Valeri Basırov, Dole Serlevalı neşriyatının müdürü, Dole mecmuasının baş redaktoru, tercüman, yazıcı ve elbette ki Kırım Cumhuriyeti Yazıcılar Şurası'nın reisi. Валерий Магафурович, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть в нашей студии. Сегодня мы говорим на очень интересную тему. Книга, литература, издательство. Это, пожалуй, то, о чем можно вечно говорить. Но мы, как всегда, в прямом эфире, поэтому я прежде обращаюсь к нашим телезрителям. Урметли seyirciler, bizim stüdyamızda bugün de canlı telefon çalışıyor ve eğer de mevzumuz boyunca bizim musafirımızga bir suallarınız, teklifleriniz, müracaatlarınız olsa mutlaka telefon açınız. Da bir kere aytam, nevbetteki yarım saat devamında eğer de bir aytacak sözler olsa телефон açınız ve biz kabul ederiz. Валерий Магафурович, вот буквально вчера отмечался День книги и авторского права во всем мире, поэтому сегодня вот мы рады приветствовать вас в нашей студии, опять-таки повторюсь. Прежде о чем хотелось бы поговорить, скажем так, наверное, более об абстрактном. Хотелось бы услышать ваши суждения. Вот как вы считаете, вы как издатель, переводчик, писатель, вот как вы считаете, книгу можно считать источником обогащения и сохранения культурного наследия человечества? Ну, вы знаете, вот давайте об обогащении. Есть, я как человек, занимающийся изданием книг, могу сказать, есть два вида издателей, вернее. То есть человек, который считает средством обогащения книгу, да, а второй издатель считает это как интеллектуальный продукт. Вот это разные вещи, нельзя путать. Я всегда своим коллегам-издателям говорю, никогда не зацикливайтесь на том, что книга вам дает вот прибыль, что вы на ней заработаете такое-то количество денег. Не считайте деньги. Вы хотите или не хотите, вы все равно заработаете. Вы сделайте книгу такую, чтобы ее было приятно взять в руки. Да, вчера мы отмечали этот праздник, но вы знаете, я каждый день его отмечаю, потому что книга — это моя жизнь, и я вот сегодня, я уже шутил, говорю, наверное, у вас с чемоданами мало кто приходил, гостей, мало. Да? Да, мало. Я взял чемодан, принес книг, те, которые мне интересны, те, которые мне дороги, те, с людьми, с авторами, с которыми связана моя судьба. Вот. И я могу о них, обо всех рассказывать, потому что за каждой книгой стоит автор с его проблемами, с его помыслами, с его мечтой на что-то и так далее. Вот. Ну, это еще, наверное, небольшая часть тех изданий, которые вышли в свет именно благодаря вам. Мы еще об этом поговорим более подробно, постараемся каждое из них охватить. Профессия писателя, или даже, я не знаю, возможно, неуместно называть писателя, что это какая-то профессия. Вот, почему? Нет, это профессия. Сказать, да, это профессия. Вот какая миссия возложена на писателей, и в частности вот на детского писателя, к примеру? Ну, вы знаете, если человек... Мы все овладели письмом, да? Мы все знаем буквы. Мы можем слагать слова, да? Но это не означает, что человек писатель. А вот многие пишущие, они считают себя писателями, ничего подобного. Во-первых, если человек добрый по натуре своей, если он овладел теми знаниями, которые вот выработало человечество, будем говорить таким штампом, да, то это правда, это действительно так, то он может что-то донести, если ему есть что сказать. И если человек искренен, то будет искренняя литература. Понимаете, просто приходится очень много вычитывать материалов, и поступает очень много произведений, и смотришь, и диву иногда даешься, зачем человек начал писать, для чего, что он хочет сказать молодому тому же автору, ребенку. Вот. Я помню, ведь что такое книга? Книга, да, это тот же самый товарищ, это собеседник твой. Ты хочешь у него взять, я вот помню себя из детства, я
читал, и мне хотелось что-то новое услышать. Меня захватывала та или иная история, которая была описана. Я помню эти детские все книги, которые я дорожил ими. Вот, и они меня воспитывали, они меня вводили в мир, в тот мир, в который я потом пошел. Так оно должно быть. А у нас, к сожалению, люди научились рифмовать, да, и считать, что они поэты. Да ничего подобного, это не так. Не трогает душу, значит, это не литература. Ну, хочется все-таки подробнее уже остановиться вот на ваших делах, Валерий Магафурович. Ну, издательство «Доля», конечно же, оно на слуху, каждый крымчанин, пожалуй, знает это издательство. Мало того, что вы уже сколько лет руководите этим учреждением, вы его основатель. С чего начиналась история «Доли»? И почему, собственно, «Доля»? 29 лет назад, вот в следующем году будет 30 лет, будем праздновать, я основал это издательство. Началось все с того, что я написал книжку и поехал в издательство, как сейчас помню, Львов Каменяр, такое было издательство, вот, предложил свою рукопись. Ну, во-первых, это Западная Украина, во-вторых, эта книжка была на русском языке написана. И в-третьих, не было так называемых паровозиков. Не было о Ленине, о Сталине, там ничего подобного. Были цветы, любовь, ну, юношеская такая литература. И мне сказали, вы знаете, вот сложно, конечно, хорошие стихи, но вот надо написать что-то такое. Что же вы пишете о траве там и так дальше? Короче, я получил отказ, хотя рецензия была положительная. И я вышел из издательства и подумал, нет, я таки стану издателем и буду помогать выпускать литературу таким, как я, которые не могут пробиться. Потому что говорят, чтобы быть издателем, надо, то есть издаваться, надо быть членом Союза писателей. Чтобы стать членом Союза писателя, надо иметь книги. Замкнутый круг. И я начал выпускать книжки. Выпустил одну книжку. Кстати, вот она. Это самая первая книга, которая вот вышла. Это не были стихи, это была антология исторического фотоснимка городка из города, где я жил. Тираж был 2000. Я написал, что это приложение к газете. Вот. Отдали в сеть. Она удивительно быстро разошлась, эта книжка. И прибыль вся ушла на счет редакции газеты. А потом я вошел во вкус. Думаю, подожди, получилось же, да? Надо попробовать. А уже я получил предупреждение из Киева, из Москвы, что не имеешь права этим заниматься. Это надо, чтобы было официальное издательство. Как это так? Это сам издат. Но тираж 2000 ушел. Я знаю, что не разрешат. Я сделал эксперимент над собой. Думаю, кого подставлять нельзя, никого. Поэтому я выпустил вот такую книжку. Это была вторая книжка. Вот это начало издательской моей деятельности. Точно. Это 89-й год. И тут тоже о траве, обо всем, было написано, что это сам издат, и все. Меня вызвали в такие высокие кабинеты и сказали, ты понимаешь, чем это пахнет тебе? Частная собственность у нас запрещена, что ты делаешь? Я говорю, тут где-то против политики или против чего-то есть? Нет ничего, но нельзя. Я говорю, я все равно буду выпускать. Как? Я говорю, я все равно буду выпускать, а издательство? Я говорю, я создам издательство, ты не понимаешь, что это такое? Короче, после таких препирательств я начал выпускать, и в порядке эксперимента пришла такая депеша из Москвы дать ему право на издательскую деятельность. Вот это начало моей было издательской деятельности. Потому что они думали, что чиновники, что я не смогу, не продержусь несколько месяцев. Я продержался 29 лет. За это время издано 1800 наименований книг, где-то общим тиражом порядка 2 миллиона с чем-то книг. То есть это моя жизнь, это моя любовь. Любовь к книге, она была изначально во мне, и она будет идти со мной до конца. Вначале я работал один. Потом стали появляться уже помощники хорошие, вот, и книга не может существовать без, скажем, редактора, без дизайнера. Вот. На сегодня я могу сказать, у меня прекрасный редактор есть такая, которая живет в Ростове-на-Дону, Ольга Прилуцкая, она член нашего союза.
Вот. Дизайнер, с дизайнеров у меня несколько человек, но вот один из них таких это Кирилл Лемешко, вот известный тоже человек, мы с ним очень много сделали книг. Вначале помогал Мемидулла Усиинов, вот, прекрасный тоже специалист, вот. Ну и вот готовим к изданию и печатаю книги. Много книг вышло, выпустил тут в типографиях у нас в Крыму, а вот последнее время в типографии в Ростове-на-Дону. У них очень хорошая полиграфическая база, и они делают такие книжки прекрасные, что хочется брать в руки и смотреть. А мне хочется, чтобы это было не только наполнение такое хорошее, да, но и вид, чтобы был тоже. Ну, многие ваши издания, они действительно уникальны. И я думаю, что без сомнения я могу сказать, что именно для крымско-татарского народа вот ваша деятельность также имеет очень большое значение. Ну, к примеру, возьмем хотя бы издание «Крымско-татарская литература», вот, в которую вошли произведения авторов 18-20 века. Это также очень ценный труд для нас. Вот давайте подробнее остановимся на, на вашей любви, как вы сказали, это ваша любовь, вот эти книги. Расскажите подробнее, вот, что было издано недавно, что уже давно, и, собственно, какую ценность все это несет? Вот, понимаете, сложно. Я вот говорю, вот принес, да, ну мне интересно, мне дороги. Вот давайте начнем с этого, вот, например. Давайте. Да, вот мне дорого, скажем, вот издание, вот такое издание, это журнал «Крым». Вот, да, где произведения членов нашего Союза писателей Республики Крым печатаются, и не только, а лучшие произведения со всего вот мира. Вот, мы и сейчас вот делаем номер 1. Потом, вот очень хороший, кстати, это мой тоже частный журнал. «Доля». Вот «Доля», который в 91 году, я его основал, и с 91 года он выходит. Да. Это уже была идея Ольги Прилуцкой. «Доля». Такой журнал «Долька». Даже обложку придумали дети. И детские тут произведения, и несколько только произведений взрослых мы решили отдать для детей вот целый журнал. Вот сейчас мы готовим, уже 3-й вышел, сейчас дальше будет и дальше. То есть он пошел. Это интересное явление было, красочное издание, просто оно очень, все это дорогостоящее удовольствие. И, к сожалению, никто нас не финансирует, хотя я обращался во многие инстанции, но, видно, дядям из высоких кабинетов это не надо. Да, но нам это надо нашим детям, и поэтому я это выпускал и буду выпускать. Очень много, да, хотел бы сказать вот об этой серии, потому что вот такая серия «Бельги Чакрагы», вот такая идея родилась, что вы знаете, что подумали. Я был в библиотеке Гаспринского и увидел, что они мне показали, вот, говорит, очень мало книг, которые до военного периода выходили, и они, ну, потеряны, уничтожены. Война много принесла горя, и в том же плане и с книгами это было связано. И я посмотрел, говорю, а почему бы и нет? И вот так вышел «Барон Мюнхгаузен», «Приключения», да. Оформление, кстати, прекрасного нашего художника, крымчанина Александра Иванченко, да. Вот с его рисунками. Вот. Мы восстанавливали полностью эти книги, ну и рисованные работы делали и так далее. Я нашла хороший отклик эта книга. Потом аппетит приходит во время еды, да? И тогда мы замахнулись дальше. А вот сделали «Гулливер» в «Стране великанов» и в «Стране лилипутов». Тоже общий стиль оформления, да? Да, да, это одна и та же самая серия. И вот у меня была такая, есть такая мечта. В этой серии выпускать еще книги. Я нашел в библиотеке, у них есть Джованьоли «Спартак» на крымско-татарском языке. Тоже эта книга была. Вот ее бы издать. Очень много есть книг. Надо возрождать то, что есть, то, что было, чтобы видели. Конечно. Ведь крымско-татарская литература не на голом месте же создавалась. Ведь очень много авторов, которых мы просто забыли незаслуженно. Нельзя это. Потом, это такая серия. Потом, вот смотрите, вот серия, удивительно, тоже серия, вот
Вот серия. Это я хотел издавать и сделать серию такую сокровищница крымско-татарской литературы на украинском языке, чтобы люди читали и понимали. Вот Амета Занбашлы, Шевкей Бектаре, Ильмей Авазов Ипчи. Да, вот вышло вот таких 3 книги. Вот, в разных... Хотите ли продолжать эту серию? Да, я хочу продолжать, но опять же это все связано с деньгами. Я просто делаю, показываю, что вот оно должно быть. И вы заметьте, у каждой книги свой формат. Да, да. Мы вот взяли и разработали Они вот не такой формат, да. они не повторяются, они прекрасно, красиво смотрятся. Да? А вот, скажем, вот такой формат, я взял, придумал такой формат, ну, не придумал, я просто уже продолжаю вот такой формат. Видите, это для поэзии. То есть такой удлиненный формат, если строка, поэтическая строка не широкая, а узкая, и она помещается. То есть это удивительно. И еще, я уже решил тогда, вы знаете, говорят, что книга вот умрет, книга отойдет. И так, ничего подобного, книга будет. Просто она будет видоизменяться, будет по-другому как-то мы ее... Вот смотрите, вот видите, это с лазерным диском. То есть тут, это моя книжка, тут на 2 языках она, на «Светла моя печаль» и «Кайген Айден», это на крымско-татарском и на русском. Да? Тут начитано на 2 языках стихи мои. Я читал своим голосом, понимаете? Это, тут можно же на диск закатывать и видеофильмы, да? То есть время пройдет, люди посмотрят и увидят, это как продолжение. А кто переводит ваши стихи на крымско-татарский? Юнус Кандем переводил, Сиран Сулейман переводил. Вот. Так. Теперь вот, еще и сейчас вот в продолжение темы, вот, скажем, вот это тоже было с лазерным диском, вот, но это на английском и на русском языке рассказ. Кстати, эта книжка, по-моему, в 2014 году она получила премию Александра Грина. Вот эта книжечка. Ну, вот хочется вот все-таки подробнее остановиться на вот этом издании. Оно совсем недавно вышло в свет. Валерий Магафурович, расскажите сами, пожалуйста, что это за... Это тоже уникальное издание. Уникальное, да. Дело в том, что этот человек Аким Джемилев. Но я не буду представлять им, не буду так сильно говорить. Это известный балетмейстер. Вот, всемирно известный балетмейстер. Столетие которого... Да, столетие будет вот сейчас. Он родился 9 мая, будет 100 лет ему. Вот, и мы решили в прошлом году с его сыном Эльдаром Джемилевым выпустить книгу, посвященную памяти отца. Потому что это уникальное издание, уникальное в том плане, что тут даже... с рисунками показаны фигуры, как танцевать тот или иной танец исполнять. Понимаете, это... И еще. Тут же блок фотографий, неизвестных фотографий самого Акима Джемилева. Хотя их очень мало. Мало. Но когда вышла эта книга, мы подумали, а давайте мы к 100-летию выпустим еще 2-й том. И Эльдар в своих архивах в семейных нашел очень много афиш и фотографий, которые вообще никогда не были. Да? Есть даже фотография, где он танцует на дуле танка. Вот, известный такой, была потеряна фотография, потом ее нашли. Да, это уже стало легендой. Да, но, к сожалению, подготовили мы эту книгу. К сожалению, опять все упирается в финансирование. Нет финансирования, и вот книга ждет своего издания. Мы думали к 9 мая выпустить ее, не получается. Вот, будем надеяться, что будем надеяться, это потому получится. что такие книги должны быть, да. Потому что это память, не только память, это память не только о авторе, не только о том человеке, это память вообще народа. Конечно. Должна эта книга быть. Мы знаем, что долгие годы вы занимались переводом Корана. Вот откуда появилась такая идея именно заняться переводом священной книги мусульман? А вы знаете, я не знаю. Не знаю. Когда-то я очень давно, в 70-х годах,
мне попалась в руки книга Крачковского «Коран. Переводы смыслов». Я прочитал, и я ничего не понял. Я начал читать. И несколько раз начинал читать. Ничего не понимал, и все. Отложил. У меня эта книжка есть дома до сих пор. Вот. Все верно. Но он подошел к переводу смыслов Корана, к дословному переводу. То есть вот он дословно переводил, а людям непонятно, что там, о чем это было сказано, почему, по какому поводу. Ну, например, и он пришел к нему и сказал о них. О чем это, кому? И он, значит, Мухаммад пришел к нему, к фараону, и сказал о них, о людях фараона. Тогда это понятно. И я начал продираться через эти вот аяты, через суры, я стал читать, я взял тафсиры, мне просто было интересно понять, потому что много было разговоров о том, что ислам воинствующая такая религия, и все, я думаю, да подождите, ну давай я буду сам разбираться. Я начал разбираться. И так постепенно я приходил к мысли о том, что это надо издавать. Но поскольку на русском языке Иман Порохова вот издала, по-моему, уже 17 или 20 изданий у нее, да, прекрасно на русском языке, да, и многие издавали, и Османова есть перевод, там, ну, многие издавали. Я знаю украинский язык, я его изучил. Думаю, а почему бы не издать на украинском языке, потому что не было этой книги еще на украинском языке. И вот я и сделал. 10 лет я работал над переводом смыслов Корана и выпустил, вот эта книга, и выпустил 4 издания уже его вышло. Вот, одобрил муфтият Киева, в Киеве я был, вот они одобрили, посмотрели, специалисты просматривали. Первое издание муфтият Крыма смотрел, были какие-то замечания, вот я их учел, я смотрел, потому что многого я тоже сам не понимал. Вот. А потом, когда прошло время, когда я работал, так получилось, что через газету нашли моих родных. Вот. И оказывается, у меня дед был имамом, да, а я не знал этого. Оказывается, он преподавал в медресе, у меня очень большая семья, живут люди многие, и кто в Башкирии, кто в Казани, кто где. Вот. И поэтому вот так получилось, видно. И еще сестра, которую я не видел 60 лет и не знала о ее существовании, она мне сказала удивительная вещь. Никто из 5 детей наших не похож так на деда, как ты. Так получилось. Вот. Очень интересно. Кстати, обо всем вот Ольга Прилуцкая написала книжку, такая называется «Не повернется время вспять». Она написала обо мне. Ну, спросила, говорит, а можно я о вас напишу книгу? Я говорю, пожалуйста. Буквально только что хотела спросить, не хотите ли вы о себе написать, но оказывается... Да, нет, о себе нет. Вот написала, и довольно-таки вот грамотно в том плане, что не связано с орфографией, а грамотно о хронологии, о том, что я, кто я и так далее, о моих родных, о близких, о знакомых, о событиях, о мироощущении, о том, что повлияло на формирование меня и так далее. Все тут в этой книге есть. Более того, вот где-то недавно она совсем говорит, пора, наверное, 2-ю книжку написать, либо как-то расширить ее. Да. Валерий Магафурович, у нас вот буквально 2 минутки остается. Такой вопрос, на каких языках печатаются книги в вашем издательстве на сегодня? На всех. На всех. У меня выходили книги на турецком, на французском, на идиш, на армянском, на немецком, на английском, на крымско-татарском. Ну, я не знаю, на всех, на тех, которые ко мне, на болгарском, кто ко мне обращается, и если я вижу, что
Это не означает, что я знаю все языки, ничего подобного. Но если есть какая-то рекомендация, есть редактура хорошая, есть соответствующая, если это автор имеет свое имя, и если это автор уже состоявшийся, то действительно это стоит публиковать. Ну и я стараюсь, чтобы как-то выпускать книги уже билингво, если я вижу, что это автор действительно достойный, а почему бы не выпустить книжку на 2 языках? Вот. У нас вот так незаметно пролетело эфирное время, но я уверена, что это не последняя наша с вами программа. Мы еще обязательно встретимся на этой площадке. Вам удачи во всех ваших делах. Спасибо большое, что сегодня посетили нашу Первая студию. часть закончена. Первая часть закончена, да. Урметлі сейержилер, бөлелік чықлав программасы сонуна келді. Біздің студиямыздың бүгінгі мұсафыры Валерий Басыров олды. Чықлав программасы сізге ей ақшамлар тілей. Көрішмек үзірем. Сау олықне қалыңыз.